Всем привет! Меня зовут Адиль Сейфуллин, и совсем скоро я стану сотрудником компании Транстелеком. Ну, я надеюсь. А это здание, где я стажируюсь. Правда круто? Вот это мой шеф Алмаз. Он бывает временами строгий, но всегда очень справедливый. Ну что ж, моя стажировка начинается. Здравствуйте, мы из Китая, мы завод, мы занимаемся тепловизором. Много человек, особенно для наблюдения. Это ночью, когда глаза не видят, помогает человек найдет, что такое в ночи. Все, вот теперь все стало на свои места, а я-то думал. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем салют, это новый выпуск стажера по-казахски, где сегодня у нас было несколько вариантов, куда отправиться. Первый – это выставка кошек, но, к сожалению, у нашего оператора Алибека аллергия, поэтому нет. А второй вариант – это выставка, где присутствуют очень крутые казахстанские режиссеры, но, к сожалению, у них аллергия на Алибека, поэтому тоже нет. И, наконец, третий вариант, как вы поняли, где мы сегодня находимся, это выставка военного достижения «Кадекс». Просим. Можно вас спросить, вы с какой страны? Мы из Болгарии. С Болгарии, точно. У меня вопрос, а почему в Болгарии бронежилет вот здесь как бы хорошо, а вот здесь не особо защищает? Именно вот эта модель? Эта модель, на самом деле, мы ее разработали для МВД Астана. Сейчас как раз будем ее поставлять. Все ясно. Ну им-то зачем здесь? Конечно, им только здесь надо. Была указана спецификация, и мы все разработали по спецификации, по заданию клиента. Многие наши граждане носят там итальянскую, французскую обувь. Зачем? Когда есть нормальная обувная фабрика Житасу. Алексей, можете немножечко тоже рассказать о своем павильоне? Во-первых, вы казахстанский, да? Да, Казахстан, город Алмата. Ну, вообще, Алексей, так себе, допустим, домой можно что-то приобрести? Ну, если там с женой поругаешь, там, что-нибудь такое. Ну, скорее всего, лучше не ругаться, конечно. Ну, если она вот достает, прям бесит прям. А так, для самообороны большинство, конечно, это аэрозольные какие-нибудь баллончики. Аэрозольные. Мне кажется, и аэрозольно мало будет. Чем-то стрелковое лучше, вот что-нибудь из маленького. Вообще нельзя, да, купить? Свободные продажи. Свободная продажа у нас в законодательстве РК запрещена. Но с 18 лет можно приобрести у нас это пистолеты газовые, также можно гладкоствольные. А по истечению срока 3 лет с охотничьим билетом, соответственно, можете подавать по месту прописки в РУВД, в ДВД, можете на нарезное. Не, ну это тяжело слишком, Алексей, давайте попроще. Вот мы давайте номерами обменяемся, давайте запишу ваш номер, да? И мы с вами там садимся, созвонимся, с вами порешаем, хорошо? Хорошо. Все, давайте, Алексей, все, на связи. Ну, сейчас мы возьмем эксклюзивное интервью у первого казахстанского испытателя военного оружия. Давайте посмотрим. Расскажите, пожалуйста, каково это быть первым? Можно будет какой-нибудь комментарий? Ну что ж, походу не сегодня. Как говорил великий полководец Наполеон, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Ну а как говорил мой старший брат и по совместительству начальник Алмаз, еще раз скажешь в офисе, что ты мой братишка, я тебя ударю. Именно поэтому, друзья мои, сегодняшний выпуск я не буду говорить, кому посвящаю, я просто намекну. Брат, это тебе. А вот, друзья, мы наблюдаем за самым крутым коптером в мире, который 3 часа может летать без проблем. Это лучшая новинка для ваших свадеб, которую вы можете подснять весь банкет. Никто, ни Кудалар, ни Женгелер, никто не останется без внимания. Поэтому, ребят, заказывайте 8 701 505 505 505. Ну вот, наконец, мы с Алибеком нашли лучшее оружие, которое здесь представлено. Это специально для астанинских ветров. Вот только так надо двигаться по городу. Ну вот мы и подошли к самому главному павильону, который представлен на военной выставке «Кадекс» Транстелеком. Руслан, еще раз вас приветствую. Да, это уже для камеры. Вы можете немножечко рассказать о вашем павильоне, что вы именно здесь представляете на военной выставке «Кадекс»? Компания Транстелеком представляет 2 продукта на выставке «Кадекс». Это облачная платформа интеллектуального видеонаблюдения «Кипот». И второе решение – это кибербезопасность. С кибербезопасностью более-менее еще понятно, но мы тоже сейчас разберем. А вот с первым можете чуть поподробнее? Для таких чайников, как я, вот, простым языком. Это представляет собой видеонаблюдение с функцией распознавания лица, распознавания госномера. Также есть детекторы скопления людей, проникновение в стерильную зону, получается, оставленные предметы, похищенные предметы. Ну,
очень такие широкие, большие возможности. То есть, смотрите, в принципе, мы, установив эту систему, можем любого человека найти, да? Где он был, в какое время и так далее, да? А если я вам скину там фотографию одной девушки, вы сможете? Конечно. Нормально, да? Мало того, что мы ее найдем, мы еще сможем увидеть, где, когда и на каких камерах эта девушка засветилась. Вообще круто. Вы мой лучший друг теперь, честное слово. Ну и, Руслан, вы можете сейчас это продемонстрировать в действии? Ну, хотя бы чуть-чуть, чтобы мы посмотрели, как это вообще работает, чтобы человек понял для себя, да? Кто будет смотреть. Конечно, могу. Давай, стань на мне. Все, поехали. Хорошо, это первая часть, да, по поводу камер. А по поводу вот кибербезопасности, можно чуть поподробнее? Ну, кибербезопасность это представляет собой комплекс программ, разработанных специально для защиты сетей, серверов и так далее от внешних атак, так и от внутренних, для, допустим, определения были нарушения, попытки там выноса информации секретной и так далее. Допустим, представим, среднестатистический агашка, да, вот он сидит у себя в кабинете, да, и думает, зачем мне нужна кибербезопасность. То есть, в принципе, я Касперский установил, и как бы это нормально. Вот вы ему что можете сказать, парировать, как это? Установка одного антивируса, как говорится, это не дает полную защиту. Помимо защиты персонального компьютера, есть еще защита сетей. Защита, там, допустим, дисковых хранения, дисковых массивов, на котором хранится информация. Защита серверов, опять-таки. И элементарно, я говорю, даже когда флешку вставят и пытаются скопировать нужную информацию, вывести, все это можно отследить и, как говорится, защитить. Для домашних компьютеров, я думаю, это действительно им особо крайней необходимости нет такой. Они в большей части обходятся там и установкой обычного антивируса. А для предприятия это, конечно, архиважно сейчас в данный момент, как говорится, век информационных технологий. Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое. Очень круто, мы много такого интересного сегодня узнали, что такие системы уже есть, и они потихоньку вводятся. Это очень классно. Ну и я лично от себя, конечно, буду ожидать, что вы мне там технично на флешку скинете, хорошо? Хорошо. Все, мы с вами на связи, если что, давайте. Мы сейчас находимся в китайском павильоне, рядом со мной замечательный человек, он сейчас там поведает, и немножко я покажу свои знания иностранного языка. Русский по-русски. Русский по-русски? Хорошо, здрасте, давайте по-русски. Расскажите, пожалуйста, по поводу своей выставки, что здесь вы представляете, вот Китайской Народной Республики. Хорошо. На этот раз мы хотели предлагать самые современные китайские продукции, китайские производства, питательных оборудов, кислородники. Ну, то есть можно, получается, купить домой, допустим, да, и в домашних условиях дома запускать там куда-нибудь, да, в городе, Вот как стрелять раз. нормально. Но сейчас это ППРА уже загрузили договор, мы в Китае с типа Газпочта. А кого Казпочта будет атаковать? Они тогда уже не на ракет, они просто там обычные там вещи можно сюда. Обычные вещи. Потому что его вес нагрузки очень большой. 1 тонн. Я понял, почему мне посылки разбитые приходят. Оказывается, они мне его кидают, да? Наши военные наконец придумали машину специально для трассы Астана-Павлодар. Смотрите, вот костюмы, да, они очень крутые, очень красивые, но какие-то они слишком подтянуты. Где вот, стандартно для любого военнослужащего и полицейского вот здесь немножечко вот такой выступ? Ну, чтобы, для человека же делаем все-таки, вот немножечко выступить Не, здесь. он имеет регулировку, здесь по телу регулируется. Хорошо. Ослабили, он должен же по телу прилегать. Ну да, то есть, тело же у них вот так идет. Вот так же идет тело. Это вы каких-то пузатых военнослужащих оказываете. Ну что ж, друзья, мы сегодня очень много чего интересного узнали и о самой выставке, и, что самое важное, у компании Транстелеком, как она здесь представлена. Пообщались со многими интересными людьми. Вот. И следующий наш выпуск, я уже с намеком сразу говорю, будет тоже очень-очень крутой и, самое главное, очень важный и нужный. Поэтому подписывайтесь, смотрите, все только впереди. Просим.
Ну вот, друзья, вы можете наблюдать, обычная северокорейская семья заехала на выходных в торговый центр, выбирает атрибуты, ну, мебели, по сути, своей, то, что в любой северокорейской семье есть. Вот мама говорит, блин, стоит нам брать, не стоит, у нас уже дома таких 3 штуки. Хорошая обычная северокорейская семья.